Здравствуйте. Это программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24 в студии Татьяна Рамазанова. Сегодня у меня в студии гости Якушева Ольга Георгиевна, руководитель консультационного центра «Доверие». Здравствуйте. Добрый день. Полум Айсу Артуровна, педагог-психолог консультационного центра «Доверие». Фроков Анна Семеновна, педагог-психолог, также консультационного центра «Доверие». Здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на то, что лето, дети отдыхают, родители работают или как-то пытаются устроить детский отдых, сегодня мы будем говорить об этике общения с ребенком в семье. Ведь в семье начинается все, и это очень важно. Более того, как говорят психологи, семья – это центр силы. Как правильно? Да, на самом деле должна быть центром силы, но семьи бывают, конечно, разные. Если мы хотим, чтобы семья это действительно была моя крепость, да, мой дом, моя крепость, нужно, чтобы в семье была гармония, баланс, равновесие. И достичь этого, в принципе, можно достаточно просто, если есть желание. Для этого нужно соблюсти только 3 момента. Во-первых, это взаимопонимание, когда мы друг друга понимаем. Помните все, наверное, фильм советский «Доживем до понедельника», когда мальчик написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Действительно, это очень важно. Второе – это умение проводить вместе время, то есть, можно сказать, даже адекватное времяпровождение, то есть это и в быту, умение разделить, например, обязанности, кто за что отвечает, кто что будет делать. Это умение вместе отдыхать, вместе с детьми. То есть это какие-то семейные обычаи, традиции, ритуалы. Например, каждое воскресенье мы выезжаем, там, например, на природу. Или мы просматриваем какой-то фильм хороший, со смыслом, и обсуждаем его. Или мы все прочитали книгу и потом об этом говорим. То есть это что-то такое, что будет объединять всю семью вместе. Гармоничная семья, где каждый член – это часть целого. То есть каждый на своем месте, каждый чувствует свою значимость и необходимость. И если где-то этого нет, конечно, это очень трудно. И последнее – это рост и развитие. То есть семья – это не статичная система, если так можно сказать, да? Это постоянная динамика развития. Мы только поженились, мы супруги. Появился ребенок, мы уже родители. Мы родители одного ребенка или нескольких. Мы родители маленьких детей или подростков. И то есть нужно выстраивать вот эти взаимоотношения. И между родителями, детьми, старшим поколением должна быть этика поведения. Обязательно. Без этого никак. То есть не будет гармонии. Анна Семеновна, ну мы говорим вот о какой семье? О среднестатистической семье. Допустим, мама, папа, 2 детей. Семьи бывают разные. Безусловно. Проблемные, менее проблемные. Если мы возьмем все-таки среднестатистическую семью, давайте основываться на этом. Какие-то вот четкие правила должны ли быть в семье? Кто когда встает, кто когда завтракает, или будет разброд и шатание? Четкие правила этики общения. Начнем, наверное, с общения, потому что действительно через общение выстраиваются взаимоотношения в семье, да. Как мы понимаем, процесс воспитания – это очень сугубо индивидуальный, да, процесс, и в каждой семье он уже будет по-своему идти, даже общение будет уже по-своему выстраиваться. И чтобы ребенок с удовольствием шел к нам на общение, открывался, задавал вопросы, интересовался, да, мы должны заинтересовать его сами сначала, взрослые люди. Мы должны создать такие условия, чтобы ребенок сам открывался, сам делился своими переживаниями. И, конечно же, во-первых, это безусловная любовь, да, что ребенок должен знать и чувствовать, что рядом где-то есть обязательно взрослый человек, который всегда поддержит, выслушает, поймет. Во-вторых, это, как сказала Анна Семеновна, это время внимания. Без внимания взрослого человека, если не уделяет взрослый человек определенное времени своему ребенку, то, конечно же, опять же, ребенок куда-то пойдет искать на другом месте внимания, на другом месте взрослых людей, которые поддержат, да. Дальше обязательно взрослый человек, родитель своему ребенку должен быть не только родителем, но и другом, чтобы ребенок пришел, выговорился, да, и чтобы он знал, что его поймут. И, конечно же, взрослый человек, он должен быть примером для своего ребенка. Как взрослый человек относится, общается, взаимодействует со своим окружающим, своими людьми,
с родителями, да, точно так же будет относиться и этот ребенок со своими сверстниками и со своими родителями. Помимо всего этого, очень важно взрослому человеку знать правила бесконфликтного общения, чтобы правильно выстраивать общение между ребенком и взрослым. Бесконфликтное общение выстраивается на 3 пунктах. Во-первых, это принцип «вам важно». Это принцип основывается на том, что понимать, что важно ребенку, что хочет показать этим поведением ребенок. Во-вторых, это техника «я-высказывания». То есть, если что-то не нравится, если что-то не так, то родитель должен передать свои чувства через призму своих чувств. Что... Вообще, это непростая наука для родителей в первую очередь. Насколько родителям, вот к вам же наверняка приходят, да. Может быть, да, сейчас я вас немножечко прерву, но мы потом продолжим. Да, родители, они разные. Да, действительно. Понимают ли они вообще, что им надо понимать своих детей? Да, действительно. В консультационный центр доверия обращаются родители разные, из разных семей, разного достатка, разного социального положения. И у каждого одна проблема – это взаимоотношения с детьми, неважно какого возраста, дошкольник, новорожденный или подросток. И на самом деле мы пережили самый сложный период, да, это период пандемии, где учились выстраивать вот эти самые взаимоотношения в семьях. И поэтому, когда приходят родители и говорят «помогите», для нас это важно, они готовы к взаимодействию, они готовы принять нашу помощь. В принципе, миссия нашего центра, и как и других центров, организованных в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования, направлена на помощь, профилактику родителям и детям по всем вопросам развития, воспитания и образования. Причем без исключения имеющих детей от 0 до 18 лет, также желающих принять на воспитание детей в своей семье и приемных детей, имею в виду, и детям помочь родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже очень важно. А вот детей с ограниченными возможностями здоровья у нас в республике сколько? Вы не в курсе? Я думаю, что я эту цифру точно не назову. Но они есть, да, эти конечно, ребятишки. Это определенно. Они закрыты в большинстве своем с родителями дома. Родителям наверняка бывает сложно. Приходят такие родители, чтобы они не могут выстроить отношения с ребенком, который все время в замкнутом пространстве. Вы знаете, по большей части приходят родители не выстраивать отношения, а самим, чтобы мы им помогли. Понимаете, потому что порой родители устают, и им требуется вот та самая психологическая помощь и поддержка, которую наши специалисты оказывают без исключения. То есть, получается, в вашем центре могут оказать помощь как практическим советом для родителей, как выстраивать отношения с ребенком, а также помочь и родителям, которые либо не умеют, либо устали. Миссия наших центров – это, еще раз повторюсь, профилактика и помощь по всем вопросам развития, воспитания и образования детей. Ну, немножко тоже дополню, Георгиевну. На самом деле, когда мы говорим о воспитании детей, всегда нужно начинать с родителей. Если это родитель ребенка, у которого есть особенности, это, как правило, родитель, который испытывает тяжелый стресс. И до тех пор, пока мы, если образно говоря, не нормализуем его состояние, ему очень трудно бывает быть ресурсным, то есть готовым помочь своему ребенку. То есть ему настолько может быть плохо, что до тех пор, надо сначала помочь ему, сначала поддержать его, да, а через это уже мы можем поддержать ребенка. То есть по-другому не получается. Чаще бывает, родитель приходит с одной проблемой, касающейся ребенка, вот этих самых взаимоотношений. А когда мы начинаем работать с этим родителем, оказывается, действительно, как сказала Анна Семеновна, проблема-то в самом родителе. Либо он не может принять что-то в ребенке, либо он не может простить, либо он не может понять,
и не знает, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому мы в помощь этим родителям. Главное, у нас даже есть девиз в центре: мы работаем для вас, да, и главное, чтобы родители нас слышали и не боялись идти к нам навстречу. Ну да, действительно, у нас в республике и в целом в России нет такой хорошей практики, как обращаться к психологам. Люди закрыты, скрытны, а потом вот это как снежный ком валится, а когда ты родитель, да, Айсо Артуровна, были у вас такие вот на приеме, которые вот пришли, у них как снежный ком все это навалилось? Бывает. Конечно, бывают такие родители, приходят сначала, начинают рассказывать проблему взаимоотношений с ребенком, рассказывают, а потом еще дополняют еще проблему откуда-то, еще взаимоотношения, еще где-то. То есть все в одну кучу они навалили, и они сами запутались, да, в одной проблеме. Запутались, где у них так-то проблема. Да, что они хотят в первую очередь. И ваша задача? Наша задача помочь, посмотреть на любую ситуацию со стороны, возможно, да, или посмотреть на ситуацию с другого ракурса и так далее. То есть увидеть проблему и помочь, да. Ага. Ну вот если мы начали говорить об этике взаимоотношений в семье, у ребенка должны быть границы. Собственное пространство. Сейчас очень много говорят личное пространство. Во сколько оно должно появиться, это пространство? С рождения, с 6 лет, со скольки? Это на самом деле очень важно. Каждый человек, каждый член семьи, он имеет право на свою личную границу с рождения, прям с самого рождения, потому что если у человека нет своих границ, нет четких границ, да, человек начинает чувствовать раздражение, ему становится некомфортно. Зачастую подростки из-за того, что не соблюдают границы человека в семье, бывает такое, что уходит из дома, да, тревожные становятся, бывают трудности в самоопределении. Примерно каким образом это все нарушается? Ну, например, смотрите, дома мама говорит ребенку: сын, я тебя записала, например, на бокс. Сын говорит: нет, я не хочу на бокс, я хотел на борьбу. Мама говорит: а тебе будет намного интереснее на секции То есть мама бокса. решает. То есть, да, не спрашивается ни чувства, ни эмоций, ни желания ребенка. Таким образом нарушаются именно вот границы, да, например. Или же, например, ребенку говорят: ты голоден, иди поешь блины. Опять же, тоже не спросили ребенка: ты действительно голоден, ты хочешь кушать, да, например. То есть, таким образом нарушаются границы, и ребенок не чувствует вообще, что он нужен, что он важен в этой семье, что он имеет место в этой семье. И очень важно, чтобы с чего начинать, чтобы у него были границы. Во-первых, это, конечно же, пространство, да, отдельный уголочек для ребенка, и не только для ребенка, но и для каждого члена семьи. У него должно быть свое время, да, и, конечно же, обязательно каждый член семьи должен научиться спрашивать вопрос, то есть ты хочешь это, тебе нравится это и так далее. И последнее – это уважение. Уважение каждого члена семьи, уважение его границ. Если научить его определять его свои границы, то оттуда и начинается здоровая личность. А если мы говорим о традиционной тувинской семье, есть какие-то отличия? Вот там все-таки вот уважение. Очень часто тувинские семьи живут старшее поколение, родители, уже потом дети, все вместе. Мне кажется, вот на примере тувинской семьи там достаточно четко прослеживается, ну, во-первых, уважение, иерархия, и к старшим прислушиваются. То есть там не надо учить прислушиваться. Это традиции, это и есть традиции. Например, у тувинской семьи очень хорошо выстроены границы взрослого человека, родителя. Но, к сожалению, границы маленького ребенка, к сожалению, чуть немножко размыты, да? Потому что везде говорят о том, что старшего почитать, старшего уважать, родителей уважать и так далее, но про ребенка ничего не говорят. А маленький должен просто слушаться. Да. Поэтому
очень важно с самого-самого раннего возраста, чтобы и подчеркивали и его границы тоже, чтобы он понимал и свои границы тоже. Ну, может быть, это... Ой, извините, я просто... Да, на самом деле я всегда не перестаю повторять и родителям, и своим коллегам, что дети, потому что мы работаем непосредственно, наше основное место работы – это детский сад номер 15, «Страна детства». И каждый раз я говорю своим коллегам, ведь дети – это маленькие дети, это те же взрослые, но только с меньшим жизненным опытом. А набраться его им нужно время. И вот это время, оно не должно пройти даром, конечно же. Но вообще-то очень интересно, да, действительно получается, взрослые уважают друг друга, соблюдают субординацию, имеют свое место, а дети, они как бы, ну, из них еще лепят что-то, но когда мы лепим из детей, мы должны помнить о том, что это личности. Но мне кажется, это все идет еще из вот той советской страны, когда авторитарность взрослых была обязательна. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, важно действительно вот с таких, чтобы он понимал, я личность. Абсолютно. Вот про личное пространство, границы. На самом деле все с пеленок, да, пеленальный столик. Согласно возрасту дальше уголок, где ребенок занимается, играет и так далее по мере взросления ребенка. То есть вот ребенок очень часто бывает, мама хочет, чтобы тут был порядок, нельзя, а ребенок хочет резать, строгать. И если это его уголок, и пусть он там режет, пусть он рвет бумагу, это же самовыражение, это личность. Абсолютно. Нужно объяснить, зачем, для чего, а где можно. Вот здесь нельзя, а вот здесь можно. Иначе Понимаете? откуда же потом появляются взрослые, закомплексованные люди, зажатые, хотя у них, казалось бы, все есть. Дом, семья, а вот эта вот зажатость, она, видимо, из детства. Но мы должны еще понимать, что вот такими подобными, необоснованными запретами мы ведь можем и погубить гения. Об этом мы должны помнить всегда. Ну, я вот тоже дослушаю, то есть очень интересные такие у нас вопросы поднимаются, философские. Вот когда мы говорим про границы, изначально граница, она у нас телесная, она заканчивается там, где вот наша кожа, да? Вот это я. Маленький ребенок, вы знаете, он еще не понимает, а где я. Вы видели, как он начинает там ручки свои рассматривать, ножки. То есть мы его учим примерно коду, да, где твои ручки, где твои ножки, а где ручки у куклы и так далее. То есть чтобы ребенок ставил границу сначала физическую, физиологическую. Вот он я, а это уже не я, это что-то другое или кто-то другой. Хотя сначала ребенок, он с мамой в слиянии, да, мама это для него все. Это источник жизни, да, питание, это тепло, это любовь. Без мамы, ну как? А потом потихоньку ребенок начинает отходить. И вот здесь уже появляется психологическая составляющая, когда ребенок не только физически отделяется от мамы, и психологически начинает тоже требовать уважения к себе и к своей личности. Все вы знаете про кризис 3 лет, когда ребенок, который вчера был белый, пушистый, послушный, вдруг начинает громко говорить, а я не хочу, я не буду, а я хочу вот так или вот это. То есть и здесь мы к этому должны быть готовы. Это нормальный процесс. Это прекрасно, что ребенок просыпается как личность. А многие родители, что это такое? Ну-ка быстро замолчи, ну-ка перестань. Непослушание, да. Расценивают как непослушание, да. по большей На самом части. деле это... Капризы, непослушание. Да. А на самом деле это проявление я ребенка, его личности. Она появляется, рождается, как мы говорим, первый раз. И это очень важно дать ребенку возможность родиться, да, как личности. И вот здесь вот как раз поднимается вопрос о любви и требованиях. Очень часто тяжело действительно соблюсти вот этот вот какой-то баланс, золотую серединку. Получается, что многие родители говорят, я ребенка люблю, и он будет все, что хочет делать, потому что я же его люблю, хочет 15 мороженых съесть. Я куплю ему 15 мороженых, и он их съест. А есть категория родителей, которые говорят, я ребенка люблю, и он должен быть воспитанным, послушным там, и так далее. Поэтому ему будет нельзя все. Я, конечно, то есть, я так понимаю, и там перегибы? Перегибы, безусловно. Поэтому 15 морожен, да, это да, тоже да, много? Безусловно. И получается, что истина, она должна быть где-то посередине, как мы говорим. То есть получается, какие здесь правила выставлять вот эти вот границы, да, требований? Во-первых, это разумность. А это оправдано, что это для ребенка, что это дает. Например, нельзя садиться в машину к чужим людям. Это то есть родители должны думать. Да, думать. Прежде чем говорить нельзя, думать, а почему нельзя? И второе правило – это понятность. Ребенок должен понимать, а почему мне это нельзя? Это опасно. Или просто мама не хочет.
Ольга Георгиевна, очень здорово, что есть такой центр, куда наконец-то могут прийти родители. Расскажите, где вы находитесь, как работаете и бесплатна ли ваша помощь? Да, с удовольствием поделюсь информацией, хотя мы бесконечно транслируем о себе информацию в СМИ, в сетях социальных. Нас можно найти без труда. Детский сад номер 15 на протяжении 3 лет является победителем федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования. Но сегодня этот проект называется «Современная школа» в рамках национального проекта образования. Открыт консультационный центр доверия, где бесплатно получают помощь родители, имеющие детей от 0 до 18 лет, без исключения. Еще раз, желающие принять на воспитание в своей семье детей приемных, оставшихся без попечения родителей, имеющих детей с проблемами в развитии. Далее важно отметить, что миссия нашего центра, его востребованность была заложена в целях и задачах его открытия непосредственно в помощи, в просвещении родителей, потому что на сегодня большая информация о воспитании, развитии, образовании, но нет того разумного зерна, которым родители могли бы пользоваться и с легкостью в этом во всем разбираться, все верно. Вот, поэтому в нашем центре принимают специалисты, педагоги-психологи, логопеды, учителя-дефектологи. Вообще этот центр носит сетевой характер. Поэтому родитель, если вдруг обратился к нам за рамками вопросов наших специалистов, мы обязательно поможем ему сориентироваться и перенаправим к нужным специалистам. Далее я должна сказать, что мы не одни у нас в городе. В нашем муниципалитете, в городе Кызыле, открыто подобных центров 5 на базе 1-го детского сада, на базе 37-го детского сада, 8-й школы и центра Сайзерал. Центр Сайзерал, мало того, является координатором, республиканским координатором данного проекта. И нас поддержали коллеги из других кajunов. В городах Шиганар, Чидан и в поселке Мугураксы также открыты подобные центры, где принимают те же специалисты, о которых я сказала ранее. Еще раз, приходите к нам, консультации абсолютно бесплатные. Работаем мы 6 дней в неделю из 7, принимаем каждый день с утра и до вечера, это с 9 часов и до 6 вечера. Детский сад номер 15. Детский сад номер 15. Какой адрес? Телефон 8 800 222 40 15. Улица Ангарский, бульвар 31/1. Приходите, мы работаем для вас, ждем вас. И еще очень важная информация, что вот в наше сложное время, как ее получить. То есть везде все закрыто, да, никуда нельзя попасть. На самом деле наши специалисты всегда на связи и по телефону, в скайпе, по Zoom, то есть без исключения. Веб-конференция к услугам наших родителей. То есть мы всегда окажем нужную помощь. Вот. Заявить можно о своей проблеме, написав нам на электронную почту, позвонив по телефону, либо лично заявить о проблеме. То есть все виды связи помощи в нашем для распоряжении. родителей. Я считаю очень важным рассказать о том, где взрослые могут получить психолого-психиатрическую помощь. Вот, на базе Республиканской психиатрической больницы также открыт центр для взрослых, который окажет бесплатные консультации по всем вопросам психологии и психиатрии. Телефон малоизвестен, но я хочу сейчас его озвучить. 62007 и сотовый телефон 8 963 204 90 09.
Эти номера телефонов вы видите сейчас на экране. Один телефон – это Центр доверия, второй телефон – это помощь для взрослых. Сегодня в студии со специалистами Центра доверия мы говорили об этике в семье, о воспитании. Это была программа «Интервью дня» на телеканале ТВ-24. Берегите себя, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.